Жители Коми продолжают выражать поддержку спецоперации на Украине. Слова одобрения регулярно высказывают общественники и политики в социальной сети. На своей странице свою точку зрения выразил атаман общественной организации казаков «Особый Северный казачий округ» в Коми Евгений Макин. Я считаю, каким бы ни было отношение к Путину, сейчас политическому и военному руководству нашей страны нужны наша моральная поддержка и понимание. В это непростое время агрессировать против Путина и военной операции, разводить пораженческие настроения, паниковать, бояться санкций, желать поражения нашей армии равносильно предательству. Невольно проводится параллель с событиями 80-летней давности. А если бы тогда наш народ был настолько разрознен, конечно, недовольные и паникеры есть во все времена, праздновали бы мы великую победу. Депутат молодежного парламента Республики Коми Мария Прокашева считает, что после спецоперации мировые политики и страны начнут жить и работать по юридическим законам, а не по американским правилам. Сегодня весь мир обвиняет нас в развязывании войны между Украиной и Россией. Но что такое война? Война – это когда ковровыми бомбардировками накрывают целые города и столицы. Война – это когда жертв среди гражданского населения в учет не берется от слова совсем. Примеров можно привести множество. Это Югославия, Ирак. Но можно ли эти события сравнивать с сегодняшними? Я думаю, что ответ очевиден. В отличие от тех примеров, которые я привела ранее, наша тактика, она нацелена на минимизацию жертв среди гражданского населения. Именно поэтому наша спецоперация имеет такой затяжной характер. Но знаете, а с другой стороны, вот ярким примером тактики наших противников является их трусость. Они укрывают свою технику в жилых кварталах, чем умышленно препятствуют выходу гражданских через гуманитарные коридоры. По мнению заместителя председателя Госсовета Коми Валентины Жиделевой, разногласия между Россией и Украиной начались в начале 90-х годов, после распада Советского Союза. Та маленькая трещина, я бы так сказала, которая тогда возникла в отношениях наших дружественных стран, с годами стала превращаться в непреодолимую пропасть. Мы надеялись, очень надеялись на то, что наши политики, дипломаты договорятся, и сегодня постоянно называются те документы, которые были приняты в конце 90-х годов, в начале 2000-х по поводу того, как будут складываться отношения, допустим, между, так скажем, странами Восточной Европы и Альянсом НАТО. Нас уверяли, что где-то будет та граница, которая бы устроила всех. Но что мы видим, когда военные базы НАТО, я бы так сказала, уже стали быть в обозримом таком вот недалеком территориально месте, которое с наших границ прослеживалось, и мы видели эти базы. И тогда было принято в 2014 году тоже единственное правильное решение, и Крым стал наш. А депутат Государственного совета республики Сергей Гагаузов считает, что к началу спецоперации привели чрезвычайные обстоятельства. Милитаризация Украины достигла немыслимых пределов. У нас были данные, которые сегодня подтвердились, данные разведки о том, что с ними, в общем-то, все было на пороге войны. И вот сегодня даже, когда мы видим вот ту информацию, которую мы получаем, мы действительно получили ведь вот этот реальный листочек о так называемом, странное слово, конечно, так оно звучит, слаживание. То есть еще в феврале вооруженные силы Украины слаживали на линии разграничения свои войска. То есть готовилось действительно готовилось наступление на Донбасс и Донецк. Мы говорили еще в 2018 году о биолабораториях, которые были на территории Украины, на территории других наших бывших государств, наших республик, сейчас государств-участников СНГ. А сегодня мы нашли такие лаборатории, нашли подтверждение тому, что ведь все эти 8 лет готовилось вот это вторжение, и готовилась вот это, я не знаю, такая сильно милитаризированная обстановка с нашими границами.